Вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звон, тот звук много мне говорит. Я совершила ряд поступков, из-за которых едва не погибла сама и таким образом едва не погубила моих сыновей Олега и Глеба. Что сталось бы с ними после моей гибели, одному Богу известно. Почему она уехала в глушь из столичного Петрограда, в пригород Усть-Сысольска, уездного городка Вологодской губернии с населением около 6 тысяч человек? Почему Ольга Керенская, жена председателя Временного правительства, после краха карьеры мужа не уехала вместе с ним из России? Почему она грустная на всех фотографиях, словно душа ее плачет? Молодые годы, на ее лице нет радости бытия. Может, она предчувствует печальную развязку их отношений? Венчание Александра Федоровича Керенского и Ольги Львовны Барановской, дочери полковника генерального штаба, состоялось в Каинках, в имении ее деда, знаменитого академика Василия Павловича Васильева. Там, вдали от столичной суеты, и прошел их медовый месяц. Он находил ее красивой. Об этом мы узнаем в его мемуарах. Она была готова на жертвенную любовь. Способность любить дана не всем. Любовь – это талант, данный свыше. В дворянской среде в конце XIX – начало XX века было модно делать семейные салонные фотографии. Однако нам не удалось найти фотографий, где бы Ольга Львовна и Александр Федорович были вместе. Нет даже фотографий Керенского с сыновьями. Возможно, Ольга Керенская уничтожила эти фотографии, дабы не подвергать угрозе себя и своих сыновей. Александр Керенский – известная личность в истории России. С его именем связано много мифов. Партия эсеров не участвовала в выборах 1912 года, и все же Керенский был избран депутатом 4-й Государственной Думы. Он вступил во фракцию трудовиков, которую через 3 года возглавил. Ради карьеры он был готов на компромисс, а ведь именно эсеры тогда предлагали передать землю в собственность крестьянам, выражая интересы большинства населения России. Не национализацию земли, как в дальнейшем сделали большевики, прикрываясь известным лозунгом «Землю крестьянам» года, Керенский стал председателем Временного правительства. Блестящая карьера. Ни до жены, ни до семьи. Во времена февральской революции на долю Александра Керенского выпала обязанность уговаривать солдат воевать до конца войны. Он ездил в войска и своими речами всегда находил путь к сердцам солдат. Они готовы были совершить свой подвиг до конца и отдать свои жизни. И они не бросили бы оружие, не начали бы массовое дезертирство, если бы немедленно после отъезда Александра Федоровича не являлись в те же полки большевики, а очень часто и просто переодетые немцы под личиной русских товарищей большевиков начинали свою пропаганду, возбуждая самые примитивные инстинкты. Брось оружие и иди домой. Там ждет тебя земля, которую ты отберешь у помещиков. Капиталисты и буржуи хотят, чтобы ты воевал и умирал на поле сражения, а потом они будут наслаждаться тем, что куплено твоей кровью.
Все это было так просто и понятно. И могла ли наша армия из крестьян и рабочих устоять против таких лозунгов: конец войне, возврат домой, вся земля наша? Продолжать войну значило отдавать свою жизнь за помещиков и капиталистов. Солдаты знали, что такое война, испытали ее ужасы. Война длилась 3 года, 3 ужасных года на страницах русской военной истории. Нужно ли удивляться, что слова большевистских агитаторов казались более убедительными, чем речи и призывы Александра Федоровича не бросать оружие? Армия и народ пошли за большевиками, не ведая, какой великий обман тогда свершался. Октябрь 17-го. Триумф обернулся крахом. Керенский покинул Россию один. В России осталась жена и дети. 1918. Петроград. Газеты печатают памфлеты. Сам Керенский за границей, там, где царские отбросы, а жена его в столице набивает папиросы. Она не принадлежала ни к одной партии, всегда держалась поодаль от политики, но это ей не всегда удавалось. Она носила фамилию человека, одного имени которого было достаточно, чтобы подвергнуться всяким опасностям. Что делать Ольге Львовне с 2 детьми на руках? Голод, лишения, обыски. Дворянка в революционном Петрограде, без средств к существованию и серьезных покровителей. В глушь. Что ею движет? Материнское чувство. В этих обстоятельствах социолог Петерим Сорокин, соратник Керенского по эсеровской партии, предлагает Ольге Керенской уехать в Уссурийск. Петерим Александрович был сам из Комизырян, родился и жил недалеко от этого города и готов был скрыть от лишних глаз жену Керенского с детьми. Существует миф, якобы перед отъездом из России Керенский просил Петерима Сорокина позаботиться о его жене и детях. Эта версия не находит подтверждений. При этом жена Сорокина, Елена, была подругой Ольги, возможно, именно она повлияла на решение Керенской покинуть столицу. Ольга Львовна с сыновьями уезжает из Петрограда, не предполагая, что уже не вернется туда никогда. С мая по август они живут в бревенчатой избе на окраине Усть-Сысольска, местечке Кочпан, стараясь не привлекать к себе особого внимания. Газета «Зырянская жизнь» писала: Керенская покупает продукты на рынке по высоким ценам, что приводит к повышению стоимости товаров. Ольга Львовна написала письмо опровержения, которое было опубликовано. Она отмечала, что покупает на базаре продукты наравне с прочими обывателями, а крестьяне, приехавшие из различных деревень, вряд ли знают, которая именно Керенская. Но все же в Усть-Сысольске семья Керенских не осталась незамеченной. В архиве управления ФСБ Республики Коми сохранилось дело за номером КП 5176 по обвинению Ольги Львовны Керенской. Из сохранившихся документов известно, что 20 августа произвели обыск в доме, где жила Керенская. Подозрительной переписки и имущества не найдено. Изъяты 1 фунт табака и письма на имя матери Керенской. Через 3 дня Ольга Керенская была вызвана в Усть-Сысольскую чрезвычайную следственную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Ее арестовали и допросили на предмет антисоветской деятельности в городе и окрестностях. Обыск прошел благополучно. На этот раз искали и отбирали излишки провизии. Но так как у нас не только излишков, но и вообще ничего не было, то они довольно скоро удалились. Один из солдат только спросил меня:
Почему у нас так много портретов Керенского? Когда узнал, что это квартира его семьи, то против ожидания он не удвоил своего рвения при обыске, не сделался грубым, а только покачал головой и сказал: «Да, бывает, бывает». Вероятно, в его уме встало имя Керенского и тот ореол, которым он когда-то был окружен, и с именем которого, наверное, у этого простого солдата было связано представление о богатой и сытой жизни. А тут в холодной, едва освещенной и уже наполовину опустошенной квартире он увидел все свидетельства бедности, полуголодного существования, и его «бывает, бывает», вероятно, резюмировало все промелькнувшие в его голове мысли о превратностях судьбы. Почти во всех моих личных соприкосновениях с солдатами и с народом, во время ли обысков, ареста или просто в разговорах, мы всегда находили общие слова. Между нами всегда устанавливались человеческие отношения. Я лично не терпела ни жестокости, ни грубости от русских солдат, хотя я была и в тюрьме, и под арестом. И что бы ни говорили о жестокостях, совершенных русским народом, я знаю, что вина лежит не на этих простых людях, а на их вождях. Осенью семья была выслана в Котлас, ворота на север, получивший статус города только в 17 году. Сейчас крупный промышленный транспортный узел европейского севера России. Ольга Керенская ходатайствовала советскому правительству о выезде из России. Болен младший сын, ему необходима медицинская помощь. Последовал отказ, но вопреки всему на перекладных она все же смогла уехать в Лондон, сев в Архангельске на пароход из России навсегда. Англия стала одним из центров русской эмиграции. Известно, что прежде в Лондон уехал и Александр Керенский. Там у него уже была новая семья. Нелегко мне было решиться на этот отъезд. В России я оставляла все, что мне было дорого в прошлом. Я ехала за границу без денег, одна с детьми, не имея там ни родных, ни друзей. Мы предполагали, что Александр Федорович живет в Англии. Ольга Керенская дожила до 91 года, пережив своего мужа на 5 лет. Если бы меня спросили, жалею ли я, что мне пришлось жить в такое бурное время и оказаться выброшенной за борт жизни, я бы ответила: нет, не жалею. На мою долю выпало посетить сей мир в его минуты роковые. Я жила и живу во времена грандиозных событий, разделяя судьбу русских. И я выпила свою чашу до дна.